Здравствуйте, дорогие друзья! И снова я Николай и моя веселая помощница Лисичка Ревеськи. Приветствуем вас в школе мордовских языков на уроке ирзианского языка. Шум братадо, ялгат. Ребята, сегодняшнее наше занятие открывает цикл уроков по теме «Мордовский фольклор». Мы начнем с вами знакомиться с удивительным и загадочным миром устного народного творчества мордовского народа. И сегодня мы познакомимся, впрочем, отгадайте сами, какой теме будет посвящен наш урок. Друзья, послушайте мое стихотворение и угадайте, о чем мы сегодня будем вести речь. В мире много сказок, грустных и смешных, и прожить на свете нам нельзя без них. Пусть герои сказок дарят нам тепло, пусть добро навеки побеждает зло. Как вы уже поняли, на сегодняшнем уроке мы погрузимся в чудесный мир мордовских сказок, в которых волшебные герои, как правило, обладают сверхъестественными способностями, учат любить и творить добрые дела. Итак, друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – Мокшерзянь Йоксне – мордовские сказки. Сказки по-ирзиански «йокст» в мордовском фольклоре один из самых распространенных жанров. Сказкой называют и нравоучительные рассказы о животных, и полные чудес волшебные повествования, и замысловатые авантюрные повести, отдельные анекдоты. Чему же учат мордовские сказки? Сказки учат делить мир на хороших и плохих людей. Они учат любить родителей. Тот, кто выполняет поручения родителей в сказках, всегда почитаем у родителей. Сказки учат не бояться трудностей. Главные герои не боятся работы, какой бы тяжелой она ни была. Сказка всегда содержит скрытую мораль. Не обманывай, не жадничай и не предавай. Ребята, назовем вместе с вами слова, обозначающие положительные и отрицательные качества человека, которые приветствуются или осуждаются в мордовских сказках. Положительные качества. Парочи – доброта, вечкима – любовь, видячи – правда, виевчи – сила. Отрицательные качества – кеж – злость, жаднуйчи – жадность, видячи – неправда, лавшачи – слабость. Друзья, русские и мордовские сказки во многом похожи. Они учат нас добру и заботе, а также помогают сделать правильный выбор в сложной жизненной ситуации. Мы хорошо знакомы с героями русских народных сказок – Иваном Дураком, сестрицей Аленушкой и братцем Иванушкой, Красной Шапочкой и Колобком. Однако совсем не знаем мордовских сказочных персонажей. В мордовских сказках очень много сказочных героев, которых нет в сказках других народов. Среди них есть и добрые, которые помогают людям, и злые, которые стараются навредить. Древняя мордва одухотворяла, обожествляла в сказках природу, наделяла различные силы природы – землю, воду, лес, ветер, огонь – качествами людей. Поэтому часто в мордовских волшебных сказках героями становятся разные мифические существа. Друзья, познакомься же с ними. Первый персонаж – Верява, богиня леса, охраняющая зверей от охотников, страстная любительница сказок. Поэтому в старину летом у костра, зимой у очага сказочники рассказывали сказки не охотникам, а Веряве, которая до того заслушивалась, что забывала об охране своего хозяйства, зверей и птиц, и даже засыпала под говор сказочников. Следующая героиня, Ведява, русалка, хозяйка воды, была покровительницей плодородия. По религиозным воззрениям мордвы в каждой реке, озере, роднике имеется своя Ведява. Ведява – высокая женщина с длинными до колен волосами. Она наделена и положительными, и отрицательными чертами. Обычно она плещет водой или расчесывает волосы. Ведява могла превращаться в разных животных и рыб, заманивать купающихся на глубокое место. Юртава – домовая, покровительница двора, хранительница хозяйства. Часто встречается нам в мордовских народных сказках. Она любит во всем порядок.
Юртау представляют в виде женщины, одетой в мордовскую одежду, которая обитает в подполье под печкой в красном углу. Варда – это злое сказочное существо, ведьма. Варду, наверное, можно сравнить с Бабой-Ягой из русских сказок. Куйгараш – гном, видимый только своему хозяину, обладающий невероятной силой. Он считается духом обогащения, наживы и удачи. Большую часть мордовских сказок занимают сказки о животных. Древнейший вид сказок, героями которых выступают дикие и домашние животные и птицы. Лиса, волк, медведь, заяц, собака и другие. Животным в этих сказках присущи человеческие черты и слабости. При помощи нелепой ситуации ли и остроумной шутки высмеивались пороки людей. Глупость, жестокость, лесть, лицемерие и другие. Ребята, а помните ли вы названия животных и птиц на эрзянском языке? Сейчас проверим. Я буду называть эрзянские слова, а вы переводите их на русский язык. Ривесь – лиса, овто – медведь, киска – собака, вельгиз – волк, карго – журавль, атякш – петух, катка – кошка. Ребята, вспомнили? Молодцы! А сейчас нам Лисичка расскажет мордовскую народную сказку на эрзянском языке о синичке по имени Пустачей. Эля сяштись вильсе пустачейка, сась лексен лифти машказо, вешнись пару чуфту, тесь прязан за пизы и лифт слевкст. Маря слевкст на деливиське, сась чутон тялов и сери, пустачей чей-чей, кая квейки левске, а каят кузян, тонтить как севдян. Тандась пустачей, каизи велексензе, ривиське каподизе де севизе. Он боти чистый, тагу сась ривиське чутон тялов, сери, пустачей чей-чей, кая квелекске, а каят кузян, тонтить как севдян. Пустачей тагу каистен за велекске, а сонсь пустачей аварди, а сонсь сяварди. Лифтясь мало ваварака. Нейзи пустачей вардеваду, да и кевкстизе. Тон мексистя пустачей авардят. Пустачей мери. Кода авардян, варака патей. Тонась лексы занливиське, эльва чисто сы лекски каевты. А то мери кузян, тон сеть как севдян. Варака смери. Тон вана мезететь пустачей. Кода сы ливиськись, декарми кетстет лексын вишеми. Тон мертензе. Эх, мушко пулу, кель лавтов, кандентрокса эскель деват, те заликузиват. Аламо саштей сась ривиське. Тагу карма с лексен вешеми. Пустачей чей-чей, кая квейки левске, а каят кузян, тонсеть как севдян. Ребята, к сожалению, наш урок подошел к концу. Что случилось дальше с Синичкой, Лисичкой и Вороной, прочитайте самостоятельно. Это будет ваше домашнее задание. А мы с вами прощаемся. Надеемся, что наше сегодняшнее занятие вам понравилось, и вы посетите наши последующие уроки, посвященные устному народному творчеству мордовского народа. До новых встреч, друзья! Вас то мазанок! Не мазанок, вечки викс ялгат.